Стихия продолжает бушевать. Ситуация на реке Алдан в Усть-Майском районе остается сложной. В Якутии начали подсчитывать убытки, нанесенные паводком. Для оценки ущерба создана специальная комиссия. Компас и карта маршрута. Школьники из Якутии приняли участие в спортивном ориентировании. Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Андрей Погорелов. Здравствуйте. Ситуация на реке Алдан в Усть-Майском районе остается сложной. В селе Ильдикан уровень воды составляет 1618 сантиметров, при критическом 1515. В Эжанцах за час вода поднялась на 10 сантиметров и остановилась на уровне 16 метров 10 сантиметров, превысив критическую отметку более чем на 3 метра. По данным диспетчерской службы района, с селом Кёпцы нет связи. О ситуации там пока ничего не известно. Всего же в 3 населенных пунктах подтоплено 118 домов. Сейчас оперативная бригада направляется в сторону затора. Он находится между Кёпцами и Эжанцами. На участке запланировано проведение взрывных работ. Также сегодня планируется дополнительная эвакуация в 2 селах Эжанцах и Кёпцы. На реке Амга в Чарапчинском районе в селе Мрыла наблюдается спад воды. Уровень составляет 1626 сантиметров. Под водой находятся 60 дворовых территорий, в том числе 30 домов. Эвакуированы 102 человека. В Мандагае уровень воды снизился до 12 метров 94 сантиметров, что ниже критической отметки более чем на полметра. А в Татинском районе, где объявлен режим чрезвычайной ситуации, в селе Чемнай по состоянию на 12 часов уровень воды составил 12 метров 85 сантиметров. Критический показатель для населенного пункта составляет 12 метров 23 сантиметра. В селе Харбалах уровень воды на реке Амга составил 1097 сантиметров, при критическом 1000. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба района. Сейчас в Татинском районе организована круглосуточная работа оперативных штабов, проводится постоянный мониторинг гидрометеорологической обстановки на территории района. Что касается реки Лена, то на территории города Якутска паводковая обстановка стабильная. По информации Управления городского округа и чрезвычайных ситуаций столицы, по состоянию на 12 часов нижняя кромка ледохода на реке Лена находится в районе Табаги, где уровень воды составил 826 сантиметров, при критических 850. Здесь уровень воды в границах города Якутска существенно ниже критических отметок. Отметим, что информация, распространяемая через мессенджеры WhatsApp и социальные сети о якобы образовавшихся заторах льда на территории Якутска, не соответствует действительности. С сегодняшнего дня с Нижнего Бестяха до Якутска временно приостановлены маршруты на воздушной подушке «Ирбис». Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника дежурно-диспетчерской службы Мегино-Кангаласского района. А вот суда, перевозящие людей, будут работать исходя из ситуации на реке Лена. Также должен начать работу пассажирский вертолет. Их расписание и расценки в скором времени должны будут урегулировать. Тем временем уже начался расчет затрат по материальной части в районах, пострадавших от паводка в Якутии. Об этом заявила министр архитектуры и строительства региона Вера Кузакова. Накануне от ведомства в район отправили специалиста. Он примет участие в технической комиссии для того, чтобы определить объемы и затраты на проведение восстановительных работ. Также, по словам Кузаковой, министерство поручило всем подрядным организациям, застройщикам, расположенным на территории 5 подтопленных районов, подсчитать затраты. Министр сельского хозяйства региона также сообщил, какие районы получат поддержку. По информации ведомства, на данный момент предварительный ущерб от паводка в Амгинском районе составил почти 12 миллионов рублей. Коллектив министерства принял решение направить в фонд помощи пострадавшим от паводка однодневную заработную плату. Это помимо господдержки. Ее же размер составит почти 115 миллионов. Государственную поддержку получат также Чурапчинский, Татинский и Усть-Майский районы. Кроме того, в мае финансовую поддержку получат Хангаласский, Намский, Усть-Алданский, Мегино-Кангаласский и Кобейские районы. В Амгинском районе подсчитывают убытки, нанесенные паводком. Напомним, от воды пострадали 4 населенных пункта. Режим ЧС был объявлен с 9 мая. Затопило около 300 дворовых территорий, в том числе жилых домов. Эвакуировали более 800 человек. Для оценки материального ущерба была создана специальная комиссия. Сегодня предварительно мы посчитали объемы финансирования по ущербам. Это у нас вышло 16 миллионов. И на сегодняшний день, по информации данным предоставленным организациям, 57 объектов пострадало, в том числе дороги, многоквартирные дома, лагеря. И предварительная сумма завтра уже выйдет.
Минтруд Якутии окажет помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Прежде всего, это касается отдыха детей из подтопленных районов в детских лагерях. В этом направлении планируют предложить детям посещение детского подросткового лагеря на летний период. Это порядка 200 детей на каждый месяц сезона, отмечают в ведомстве. И к другим темам. Студенты из Якутии приняли участие в поисковых экспедициях в местах сражений Великой Отечественной войны. Раскопки проводились в рамках всероссийского проекта «Вахта памяти». 4 группы из республики уже побывали в городах-героях. Это Севастополь, Волгоград, Ржевск, Старая Русса. В августе 5-я экспедиционная группа отправится на раскопки в Санкт-Петербург. Всего же силами поискового отряда «Отважный» были подняты более 80 бойцов Великой Отечественной войны. Это у меня третья поездка в Волгоград, то есть город-герой Сталинград. Вот. Мне понравилось работать в этом фронте, так как на этом фронте произошел переломный момент Великой Отечественной войны. И очень много интересного по находкам. Поэтому очень интересно там работать, и к тому же там очень много участвовало из якутян. В Алдане отметили День призывника. Этот праздник сравнительно молодой. Он отмечается во время весеннего и осеннего призыва. По сложившейся традиции новобранцев провожали в армию всем миром – песнями, представлениями и угощением. Пожеланиями верно служить отчизне присоединились и наши корреспонденты. Армейская дисциплина вовсе не страшна. В этом убедились будущие защитники Отечества и их близкие. Весенний призыв в ряды вооруженных сил продолжается. И полюбившийся алданцам День призывника становится праздником не только для новобранцев, но и для всех жителей Алдана. Да, хорошо все. Надо служить. Это долг каждого. Его надо отдать Родине. Особые почести на празднике воздавались призывникам, которые уже этой весной пополнят ряды вооруженных сил. В армию будущих солдат провожали, как было принято в Старь, всем миром, добрыми напутствиями, песнями и танцами. У новобранцев настроение боевое. Когда провожают столь тепло и душевно, то и служить, без сомнения, будет легче. Позитивно, хороший, прям нормально. Познать премудрости ратного дела ребятам еще предстоит. А вот армейской каши они отведали и нашли ее знатной. Полевая кухня, демонстрация техники силовых ведомств, построение и приветствие. На празднике защитного цвета все было по-настоящему. Показательное выступление подготовил отряд юнармейцев. Ребята пополнят ряды защитников Отечества через несколько лет. И к службе они готовятся основательно. Служат хорошо. Нареканий у нас получается аж 2006 года. По нашим призывникам больших нету. Есть такие небольшие шероховатости, но они есть везде. Кто-то там не менее дисциплинирован, кто-то более дисциплинирован. Но письма благодарственные, в принципе, мы регулярно. В призыв в среднем хотя бы по 3-4 письма приходят, вручаем родителям. Так что в этом плане, я считаю, наши призывники молодцы, подготовленные, достойные. Напутствуя новобранцев, военный комиссар Алданского района Олег Бабич отметил, что плохих войск в России нет. Они все хорошие. А если армия сильна, непобедима и страна. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Общественная организация отцов-одиночек решила очистить городской парк в Якутске от сухих веток и бытового мусора. В первый день на уборку вышло 10 человек. Это сами отцы и их дети. Организаторы уверяют, численность участников будет только расти. Такие работы общественники планируют проводить круглый год, то есть 2 раза в месяц до тех пор, пока существует их организация. Мы сотрудничаем с парком для того, чтобы тут проводить свои мероприятия. Также наши дети будут ходить в аттракционах, в бесплатных аттракционах. За это нам директор парка Любовь Иннокентьевна Савина обещала нам выделить участок, в котором мы хотим открыть сквер и посадить деревья, сделать как аллею одиноких отцов. Пройти дистанцию и найти контрольные точки, используя только компас и карту маршрута. 150 школьников из Якутска приняли участие в спортивном ориентировании на горе Чучур-Муран. В личном первенстве станции юных туристов «Саха-ориентир» ученики в возрасте от 8 лет и старше представляли 7 школ. Александр Зубехин расскажет, кто лучше всех ориентируется на местности. Старт. 48-я. Проходим. Берем карту. Дистанция от 1 до 5 километров, от 3 до 13 контрольных точек. С собой лишь компас, карта, карточка и сотовый телефон. Нужно не только прийти к финишу за минимально короткое время, но и найти все контрольные точки на маршруте. Доказательство обнаружения контрольной точки – отметка в карточке карандашом. Поставить отметку, крестик
допустим, на карточке участника своей, на своей карточке. А как доказательство, как доказать, что они нашли реально? Но Может, они просто поставят? там у каждого свои цвета, карандаши своих цветов. А вдруг они схитрят, возьмут с собой карандаш? Но они же не знают там какие карандаши. Вика участвует в таких соревнованиях уже второй год подряд. Об этом виде спорта узнала от друзей со школы. Сразу заинтересовалась. Правда, в призовых мест еще не занимала. Заблудиться в соревнованиях можно. Однако девочка четко знает, что делать в такой ситуации. Иногда бывает, что я заблужусь, но нам говорят, чтобы не заблудиться, солнце должно быть справа, и ты идешь против него. Ну, на него вот так, чтобы солнце справа было. И тогда просто идешь. Либо у нас кто-то потеряется, мы всей командой 31-я и 21-я школа, мы всей командой ищем того человека, который потерялся. По итогам соревнований первое место в группах среди мальчиков одержал ученик школы номер 19 Данил Сухомясов и ученик школы номер 33 Максим Бандеров. В группе среди девочек победу одержала ученица школы номер 29 Арина Илахова и ученица школы номер 33 Надежда Назарова. В основном спортивная ориентированность – интеллектуальный вид спорта. Тут нужно думать. И одновременно это физическая нагрузка, нужно бегать. И самое главное, то, что детям нравится думать и бегать. Соревнования продлятся весь май. Уже в июне этого года стартуют республиканские соревнования по спортивному ориентированию. У победителей майских состязаний есть возможность стать частью сборной команды Якутска. Александр Зубехин, Семен Семенов, Якутск. На этом выпуск новостей завершен. Еще больше информации в следующих выпусках. Оставайтесь на нашем канале.